приветствовать вас на творческой встрече с дорогим нам человеком, гордостью нашей республики, удивительным, талантливейшим человеком, человеком мира, с народной артисткой Республики Тыва Сайынхо Каноловной Намчылак. Наступивший 2022 год объявлен годом первых наших профессиональных композиторов Ростислава Докуроловича Кенденбиля в честь столетия и Владимира Салчаковича Тока в честь 80-летия со дня рождения. Этот год открывается встречей, посвященной песне Ростислава Докуроловича Кенденбиля «Тагларым». Эта песня стала известна и дальнейшее развитие имела после исполнения Сайынхо Каноловны Намчылак. И эту долгожданную встречу проведет исследователь, собиратель тувинской народной музыки, художественный руководитель фольклорного ансамбля «Сайдаяк», автор, редактор нотного издания тувинских народных песен Арбан Исюн, преподаватель сольного народного пения, кандидат искусствоведения Айланма Хамушкуевна Канол. Добрый день. Мы очень рады, что сегодня наконец-то смогли организовать нашу творческую встречу. И хочу сказать, что 2022 год объявлен годом для музыкантов, годом Ростислава Докуроловича Кенденбиля и Владимира Тока. Нынче у нас юбилейные годы. И вот этот год мы хотим открыть именно с этой встречи с нашей певицей Сайынхо Намчылак. Я думаю, что наконец-то мы узнаем тайну этой песни. И вообще мы очень рады приветствовать вас. И, конечно, сейчас нужно, наверное, сразу приступить к вашему слову предоставляю. Здравствуйте, дорогие земляки! Я рада вас приветствовать. Даваштайда проминик бан чудерузам ченлиде тавалашер герчок аврусташер безумушок тыгам чугленебездер атлилер уже пешилышда чуртак чорым дыйдырбен жалаштыгам айтырларын нарына хаттых жалаштыгын комду орыс тылга тайылап харылап берілді. Дуадым чебен жаңғыттыған дишіттер кезек чебен дауызымыз кезек сөздерді бишіттер дауызымыза дынарын айттыкларын туадылға харылап шыдағыз оры. Дорогие друзья, я должна прежде всего извиниться. И извиниться по двум причинам. Во-первых, потому что мне придется отвечать на вопросы на русском языке, потому что основа вопросов об авангарде. И это, конечно, очень сложный вопрос, и я лучше отвечу на русском языке. Также я хочу начать свою встречу сегодня с самого главного. Извините, попросить прощения за то, что в самом начале эта песня, я должна вам рассказать, что песня Тагларым была записана в 2000 году, вернее, в 1999 году, перед миллениумом. Вот. И когда мне эту песню принесли просто только мелодию, вот, напетую мелодию и два куплета. И сказали, что это вот народная песня. Я по своей наивности, естественно, не проверила, но тогда и времени, в общем, не было. Дали студию, как всегда, знаете, выделили бюджет, дали студию, и мы все побежали в студию записывать. Вот.
Это только позже я узнала, что есть авторы слов и музыки, то есть ужас наш был беспредельный, понимаете? И пластинка уже вышла, и уже это не, понимаете, не остановите процесс. Вот. А процесс пошел дальше. Всем вдруг песня понравилась, она стала первой в чарт-листах, и начали появляться новые исполнители, новые версии. Версии этой мелодии в китайском варианте, версии этой мелодии в монгольском варианте. Даже калмыки, кто-то из калмыков, живущих, вот девушка живет на Украине, она попробовала какую-то свою версию делать. То есть я была в ужасе, потому что я не знаю, как их остановить, я не знаю, где их искать, как им это все объяснить. В общем, простите меня ради Бога, конечно, что такой казус произошел, вот. Но сейчас при повторных выпусках этой песни мы обязательно указываем авторов. Мы также, значит, вот сейчас в Китае вышел, они рецензировали все мои песенные альбомы, выпустили такой аудиобокс, то есть это такой антология из 11 альбомов, включили все в один продукт, называется The Songs, песни, вот, и туда вошел этот альбом. Так мы там указали, что слова автора и мелодии, понимаете? Конечно, там аранжировку мы указали те, кто работал на аранжировке, вот. И я в этом случае, вот относительно этой песни, являюсь только продюсером, то есть человек, который создал эту продукцию, понимаете? Вот. Поэтому я должна начать нашу встречу с такой извинения. Это, конечно, ко мне возвращается снова и снова, и я иногда ночами встаю, просто стою у окна и размышляю, думаю, Господи, а вот одна такая маленькая оплошность, и я до сих пор, вот 23 года прошло, я до сих пор просыпаюсь в холодном поту и с ужасом думаю, что же я наделала, понимаете? Вот, это меня преследует до сих пор. Скажите, я перебью, скажите, пожалуйста, а вот эту мелодию кто вам принес? Мелодию мне напели музыканты. Просто музыканты напели, причем напели... Где вам музыкант, диджей On4. Он очень хорошо запоминает мелодию. Он просто эту мелодию напел и сказал, вот, ты знаешь, вот, значит, вот там, кажется, такие слова, вот. И какая-то была запись на кассете. Я просто сидела, прослушивала несколько раз и просто со слуха записала слова. Потом со временем я там исправляла, потому что мне уже приносили, уже когда это все стало известно, значит, мне приносили уже исправление, ну так стихи не пишутся, это вот так должно быть. То есть потом, когда мы уже это записали и выпустили, мне принесли сканированный вариант, где было написано, что это стихи Саргола. Нет, Александра Дажаева. Дажа, то есть Дажа, да. Дажа. Вот сейчас я опять волнуюсь, значит, у меня еще одна песня есть, Саргола, еще одна есть песня, но ее, слава Богу, мы не выпустили еще. Вот. И я, конечно, когда писала, я писала со слуха. То есть, вот как я слышу, я так писала. Значит, мелодию мы тут же запомнили, но распеть это я, поскольку я училась, мне было проще всего. Но всю среднюю часть, и вот сейчас я добавляю там свой вокалист, распевание и так далее, вот, и добавляю там горловое пение и так далее. То есть я это разработала из этих 2 куплетов, но сделала не 1 минуту, а сделала там 2 минуты с половиной, 3 минуты. То есть я это дело разработала таким образом. Вот. Но все равно основа этой песни состоит именно из той мелодии, которую мне напели.
и в том метроритме, которым мне напели музыканты, потому что в оригинале почему-то оно сделано вальсовое, на 3/4, вот, то есть там акценты совсем другие. Вот. Мы сменили акценты, мы добавили другой ритм, он получился такой более балладный, колыбельный, скажем так. Вот. И, естественно, распевание слога вообще самого мы сделали тоже немножко по-другому. Вот. И поэтому те, кто вот в 70-х годах исполнение есть, кажется, в архивах, там оно исполняется совсем по-другому. Скажите, пожалуйста, первый раз где вы исполнили? Первый раз. Это в каком месте? Исполнение, живое исполнение, вернее сказать, проба, скажем так, потому что мы репетировали перед записью в Милану. Альбом записывался в Милане, и мы там впервые эту песню репетировали. Вот. Но до этого было такое небольшое, маленькое выступление на Александерплац в Берлине, и мы там что-то, не в Берлине, а где-то в городе в Италии, клуб такой называется Александерплац, и мы там эту песню исполняли. Вот. Но это было такое, как бы вот на ощупь, вот как получится. Каждый музыкант, как бы, нет, это ты ведешь, нет. Я говорю, нет, ребята, вы ведете. Нет, ты ведешь там и так далее. То есть мы вначале вообще не знали, как это должно было звучать. Это потом, когда диджей появился, он сделал такой морфин, это называется, морфин это некий такой атмосферный, вот так, да, это называется атмосферный фон, ветер, воздух, он добавил такое звучание, что вот все остальные инструменты вдруг стали, ну, как будто вот где-то в степи вот это вот все исполняется. То есть вот такой был эффект электронный. Вот. Диджей добавил такой эффект, и он этот трек специально проигрывал каждый раз. Вот тогда на сцене песня зазвучала. А до этого это были просто какие-то такие потуги, скажем. Вот. И я на этом примере, конечно, научилась исполнять очень многие песни, используя, это называется бэк-треки, это не караоке, это такой, просто звучит некий трек, там, скажем, пение птиц, или ветер, или журчание реки, или просто какие-то такие меняющиеся, значит, органные звуки, которые едва слышны, электронные звуки, которые подают вот этот морфинг, так называемый. Это звукорежиссеры, они знают, что это такое морфинг звука, то есть из чего состоит, скажем так, атмосферное или психофизическое восприятие вот данного произведения. Это такой прием в электронике сейчас существует. Скажите, пожалуйста, перечислите, пожалуйста, состав музыкантов, которые вам помогали воплощать. Но прежде всего диджей Ом-Фо, он же Герман Попов из Одессы, музыкант, теперь живет в Голландии. Затем Максим Шапошников из Екатеринбурга, теперь тоже живет в Голландии. Савелий Палателло, то есть, значит, там был Паулино Делапорта, итальянский контрабасист, живущий в Милане. Также был Каспар Давид Сахер, мой бывший, скажем, друг, с которым я в то время проживали мы вместе, играл на гитаре. Значит, диджей Ом-Фо играл на всех этнических инструментах, он до сих пор играет, он играет на всех инструментах. То есть он практически все этнические инструменты, которые вообще существуют в мире, а особенно центральноазиатские, он знает досконально и практически, то есть не теоретически, а практически. Вот.
Значит, затем Максим Шапошников, он вот тот самый электронный и диджейский такой маг. Он создает Как раз вот атмосферу. недавно он приезжал к нам, как раз вот на этом месте мы организовывали тоже встречу с Максимом. Да. Очень интересный музыкант, и он радиоведущий и собиратель очень многих пластинок. У него огромная коллекция советских пластинок, еще тех времен, этнические, очень разные. То есть он такой полиглот, он знает очень много из музыки. Вот. И очень давно, кажется, уже 40 лет живет в Голландии. Вот. У него там дети растут, семья и так далее. В общем. Вот они, 4 музыкантов первые. Затем, конечно, составы очень сильно менялись. Я делала и пробовала делать запись, и у нас, по-моему, неплохо получилось, но там не было диджеев и электронщиков. Мы записывали с Умхарту. И у нас есть альбом совместный, называется «Отец неба, мать земля», «Father Sky, Mother Earth». И там, вот, кстати, некоторые песни тоже исполнены, в том числе «Тавдары». Но это совсем другая версия, очень этнически звучит все, но вот эта такая тоска по родине, что ли, вот это вот ощущение, вот это чувство, оно там осталось тоже. Было тоже интересно, что они сумели эту атмосферу без электроники воссоздать. Дорогие друзья, я думаю, сейчас давайте попросим Ценху Аканову спеть песню «Партнером». Да, давайте сейчас послушаем. Ну, я должна сразу же, конечно, извиниться, что сейчас я должна несколько минут еще что-то проговорить. Значит, там написано, All Melody, кажется, написано. Значит, вот я хочу сказать, что исполнители сейчас, те, кто пробует или уже выпустил даже пластинки, около сотни, а может быть и больше. Версии совершенно разные, но все они вот с таким посылом такой романтичности, тоски по родине, такие вот в таком балладном, что ли, метроритме, и они такие амбиентные, то есть атмосферные очень. Значит, я должна сказать, что вот сейчас новое поколение, они, конечно, я думаю, будут совершенствоваться на этом. И количество вариантов исполнителей тоже будет с каждым годом расти, потому что это становится таким эталоном исполнения в стиле world music, то есть мировой музыки, где смешиваются традиционные инструменты, электроника и голос. Вот. И поэтому я думаю, что всем им, кто будет заново открывать эту песню, нужно прежде всего помнить о моем горьком опыте, о моей ошибке, о моей, ну что ли, таком, о моей ошибке юности. Я до сих пор считаю, что, ну, я думаю, что я в этом мнении тоже изменюсь. Если бы не было тех, кто... Не было вот тех ребят, которые мне принесли эту мелодию, я бы, наверное, никогда и не знала, понимаете? То есть это должно как-то во мне перерасти мое собственное эго. Я терпеливо жду, что да, наконец-то я однажды по-настоящему пойму. Но я хочу пожелать новому поколению, тем, кто будет только открывать, или тем детям, которые еще пока сейчас под стол ползают, но, возможно, через 20 лет эту песню откроют для себя, чтобы они эту ошибку не повторяли, но
всегда открывая новое, вносили что-то свое личное, не просто копировали, а старались внести частичку себя, но не обязательно изменять что-то, но обязательно и необходимо внести в это частичку себя, свою интуицию, свое стремление. Вот. Ну что, сейчас, извините, пожалуйста. Вот это. Очень это здорово. И вот, затаив дыхание, я прямо это такую получила такую вот энергию, да. Я вот это вот вариант первый раз слышу тоже с использованием горлового пения. Да. И это тоже. Ну вот поэтому тоже... китайцы за меня держатся как это. Они сейчас 3 продукции выпускают, несмотря на пандемию, несмотря на что. Одна продукция в Пекине
И две продукции сейчас готовятся в Гуанчжоу, на юге Китая, в городе Гуанчжоу. Издательство Старси готовится к выпуску нового альбома песенного, также авангардного сингла на виниле, называется Lost Rivers 2. Вы знаете, как это Терминатор 1, Терминатор 2, они выпускают второй сборник, который, собственно, был записан для DOCS, для программистов, которые делают вот эти вот все войны, все эти чингисхановские или всякие войны и так далее. То есть это такой новый трек выпущен. Ну и плюс Гуанчжоу, поскольку они выпустили и лицензировали 11 песенных альбомов, вот этот вот аудиобук, я вам говорила, The Songs. Сейчас они готовят еще вторую антологию выпускать. Это будет 10 альбомов. Называется New is Forgotten Old. Все новое есть забытое старое. Такой перевод. И третья антология тоже называется Miracle of Music Narration. Чудо музыкального повествования. Это все, что касается поэзии, детская сказка Аршана, которую я выпустила в Петербурге когда-то. Ну и плюс еще такие радиоспектакли и так далее. Все, что связано с театром, радиоспектаклями для театров современного танца и так далее. Все это будет выходить в третьем сборнике. И вот мы подписали контракт на лицензирование, они будут выпускать скоро. Очень здорово. Ну а сейчас я хочу, продолжая нашу тему, о нашей песне «Дарларым» расскажет наша учительница, одна из основательниц школы одаренных детей имени Ростислава Кенденбиля, заслуженный работнику культуры Республики Тыва Российской Федерации Мария Мангушевна. Мария Мангушевна, давайте вы сюда сядете. Я вас тоже попрошу, можете сесть. Мария Мангушевна, вот сюда присаживайтесь. Во-первых, знаете, вот это яркое историческое событие сегодня проходит. Я знаю, хочу сказать, что вам, молодым людям, это запомнится. Действительно, сегодня историческое событие. Очень приятно, что вы приехали к нам. Я вас помню маленькой, молоденькой девушкой, которая закончила Москву и приехала сюда работать. Вот с такого времени, вот сейчас она у меня в глазах до сих пор. Знаете, я что хотела сказать по поводу касаемо вот этой песни Ростислава Токроловича Кенденбиль. Приятно, что вот именно в преддверии столетнего юбилея мы, значит, сегодня посвящаем это мероприятие именно песне Дарларым. Песня Дарларым, как я сейчас услышала от вас, воспоминаний ваших, значит, прозвучала еще, вы говорите, в 1999 году, а у нас в республике она более широко стала по телевидению, прозвучала в 2002 году. 2000, конец, может быть, даже первый, я немножко могу ошибиться. Почему я знаю точно 2002 год? Потому что в 2002 году, в год 80-летия со дня рождения Ростислава Токроловича, по моей инициативе нашей школе, Республиканской школе искусств, было присвоено имя Ростислава Токроловича Кенденбиля, и этот 2002 год я посвятила полностью творчеству нашего знаменитого, известного, любимого всем народом Ростислава Токроловича. Вот эти два титана, можно сказать, Алексей Черговол и Ростислав Кенденбиль, которые стояли у истоков становления композиторского искусства, профессионального композиторского искусства в нашей республике, конечно, вот дали большой сдвиг. И по поводу вот этой песни, вот у меня в руках сейчас, ребята, правда, ксерокопия,
этой песни «Тагларым», написанная, рукопись, написанная именно автором Ростиславом Токуроловичем. И знаете, как получилось? В 2002 году, вот у меня здесь вот в вашей школе работает Наталья Александровна Лапшан, это старшая моя дочь. Она пришла к нам домой, такая восторженная, такая вся, и говорит: мама, папа, вы прослушали по телевидению песню, прозвучала песня тогда в исполнении вашей. Я говорю: да, прослушала. А мама, чья это песня, как вы думаете? Мы не знали, действительно мы не знали, потому что 2002 год, уже Ростислав Токуролович как почти 10 с лишним, даже 11 лет как нет, и не знали. И она говорит: я только услышала эту песню, только первый куплет прозвучал, я сразу подбежала к инструменту, подобрала. И прибежала, у нас дома была, и пришла на фортепиано: папа, чье это произведение? Папа не знает, мама не знает. Ну и говорит: а мне кажется, пахнет Кенденбилем. Так и сказала. И вы знаете, все, любой творческий человек, будь это художник или композитор, он имеет свою особенную черту, особенную краску, которая присуща только его творчеству. И поэтому он говорит: вот, ну пахнет мама Кенденбилем, и все. Конечно, Ростислав Токуролович и его супруга Екатерина Селиповна, они являются родственниками, близкими родственниками нашего папы. И поэтому, в первую очередь, кому пошли обращаться? Конечно, к ним. Пришла тогда к ним домой и сразу спросила у Екатерины Селиповны: Убей, вот это такая песня, вы слышали? Она говорит: да, я слышала. А чье это произведение? Да, я не знаю. Я говорю: вот Наташа говорит, что пахнет Кенденбилем. Она говорит: ну я тоже, ну я говорю, если бы он написал, я бы как первый, она же первая исполнительница, муза, которая действительно все его произведения, особенно песенные, вокальные произведения, первая исполнительница, первая пропагандист, которая исполняла вместе с Хургуле Конгар его произведения. Ну я не в курсе. Ну так произошло, как я уже сказала, 2002 год. И мы, Зинаида Константиновна, я по просьбе своей, конечно, обратилась к нашему известному музыковеду, ветерану училища, колледжа искусств Зинаиде Константиновне Казанцевой, написать книгу о творчестве Ростислава Токуроловича. И она написала книгу под названием «Рожденный петь». Должна быть у вас в библиотеке находиться эта песня. И когда мы обратились ко всем архивным материалам, Ростислава Токуроловича, его снимки, нужно было фотоснимки там, его, в общем, я почти, но безвылазно этот год пробыла у них дома, и когда готовили эту книгу, у меня было задание найти такой-то материал, и, как знаете, в один из дней у них такая была, вообще у Ростислава Токуроловича, он человек был очень такой скрупулезный и, знаете, такой педантичный, и такой человек, который в своих песнях, вот даже здесь вот вы можете посмотреть, в своих, какие бы песни он мне написал, он обязательно внизу расписывался, подпись ставил, и обязательно ставил число, месяц и год появления этих песен. И вот, значит, когда я смотрела один из его архивов, вдруг увидела тогда вот на нотном листе, который обычно используют для записи партитур симфонических оркестров, да, увидела там, для меня это был, знаете, шок. Я так удивилась, говорю: ой, скорее подбежала к ней, говорю: смотрите, что я нашла. Она даже не знала, что эта рукопись его лежала в этом дома у нее. И когда она увидела вот это его почерк, это его все его записи, естественно, она взяла, вот так обняла, даже поцеловала и заплакала. И говорит: ой, как хорошо, Маша, что ты, говорит, этим делом занялась. Таким образом появилась вот эта песня, понимаете? И вот тогда, значит, я сразу взяла эту рукопись, принесла в нашу школу, мы организовали небольшой такой класс, сейчас он там музей тоже посвященный ему, потому что наша школа тоже носит его имя, и там его фотоматериалы, его произведения, книги есть. А потом в 2004 году было 60-летие народного писателя нашей республики Александра Александровича Доржая, я пригласила его на встречу с нашими учениками. И тогда
у кого больше спросить, каким образом появилась эта песня? Конечно, я ему задала этот вопрос. Александр Александрович, вспомните, как появилась эта песня Тагларем? И он мне рассказал такую историю. Они жили рядышком, это 20-й магазин, он до сих пор у нас сам стоит, 20-й, напротив него, где вот сейчас вот аптека, там жил Александр Александрович Доржай. А туда, через 2 дома, жил Ростислав Токурович. Ну, в 80-х годах, вы вот не знаете, а мы люди пожилые знаем, это было очень трудное время, когда не было продуктов, магазины были все полки пустые. И так получалось, что люди вставали рано-рано, чтобы получить, вот, ну, допустим, купить молоко. А любой, как сказать, люди пожилые, особенно тувинцы, они же не могут чай без молока. И тогда давали по 2 бутылочки всего молока, понимаете? Вот такая была у них, у Ростислава Токуровича, такая, как сказать, он рано-рано вставал, в 6 часов вставал, и вот до 8, до открытия этого магазина он, значит, занимал очередь. И в один из этих дней, когда подошел к нему Александр Александрович, ему тогда было всего 41 год. 41 год, да. И он подошел к нему и говорит: «Ча, ты, мам, а я написал, говорит, мелодию, а слов у меня нет». И вот, и говорит, подошел, отвел меня туда чуть-чуть в сторонку, еще магазин не открылся, отвел, говорит, туда под тополь встал и напел ему вот эту мелодию. Александр Александрович такой был, во-первых, для него это было, знаете, как сказать, ответственность и такая гордость. Такой великий композитор ко мне подошел, ко мне обратился, чтобы я написал какие-то слова на эту музыку. Ну, говорит, как-то так произошло, что вот он раз всего напел, и эта мелодия, эта музыка так у него в голове звучала до тех пор, пока они не купили молоко, не разошлись по домам. Когда он пришел домой, он быстро сел за стол, и так и получилось, действительно, перо само побежало. Говорит, написал, вначале написал 2 куплета. 2 куплета написал и принес Ростиславу Токуровичу. Говорит: «Ростислав Токурович, посмотрите, подойдет эта мелодия, эти мои слова к мелодии, нет?» Там сразу же инструмент сели, и, значит, они подошла мелодия, вот только теперь дописывая еще, значит, несколько, надо 3-4 куплета, чтобы было. Вот таким образом появилась эта песня. И вот, понимаете, вот в связи, я хочу что сказать, низкий поклон вам, Сенко Упановна, потому что благодаря вам вот эта песня стала популярной по всему миру, можно сказать. Понимаете, у меня был недавно, года 3 назад, такой случай тоже. Сижу в школе, приходит ко мне Тумат Эртне, вы его знаете, дирижер национального оркестра, привел какого-то небольшого роста парня, где-то, наверное, около 50 лет, и говорит, это научный сотрудник одного из исследовательских институтов внутренней Монголии, находящийся в Китае, да, я так поняла. И вот он пришли с таким вопросом: как вы можете доказать, что песня Тагларем именно Кенденбиля? А у меня эти ноты лежали дома. Я говорю, ну, объяснила ему опять, я говорю, что вот это уже что я сейчас вам рассказываю, так и так мы нашли. И он все это записывал на диктофон. И говорит, а у нас там, эта песня, значит, там есть, как там он назвал, я сейчас не могу сказать фамилию, один и тот же композитор сказал, как бы, это моя песня, как он будто сочинил, да. И они сочинили слова про маму, такую, знаете, такую протяжную, такую прям жалкую, когда эта песня поется, очень многие плачут. И вот вы, наверное, видели по интернету, наверное, видели, девушка там играет на маринкуре, тоже так жалобно играет. Вот не его ли землячка исполняет. И он, в общем-то, все мои сказанные слова записал, взял вот эту партитуру тоже снял, и говорит, а теперь я поеду к себе туда и скажу, что это все же песня Ростислава Токуровича. Знаете, вот это, благодаря вам, я еще раз повторюсь, эта песня стала знаменитой на весь мир. И особенно, знаете,
Я рада, что в нашей школе даже в этом уже году, в 22 году, наш учащийся, это ансамбль «Война», ансамбль ударных инструментов под руководством Валерия Бондара, это тоже выпускник данного заведения, тоже преподаватель нашей школы. Вот они ездили, тоже участвовали в международном конкурсе и, в частности, исполняли вот это произведение, которое прозвучало просто на ура. Недавно тоже наш духовой оркестр правительства республики ездили в Кострому, в Ярославль, в Москве выступали. И тоже были отрывки показаны по нашему местному телевидению, где просто вот это произведение прошло на ура. И я знаю, что многие оркестры, ну, про исполнителей, я думаю, что каждая музыкальная школа на различных инструментах. Вот когда Наталья Александровна писала обработку к этой песне, ну, она стала просто мега популярной. Вот такие воспоминания у меня. Огромное спасибо. Свинхова Хановна, давайте вот сюда присядьте, пожалуйста. Я как раз хочу сейчас на сцену пригласить наших коллег. Как уже Марина Мангушина уже подвела следующую версию исполнения песни «Тагларын». Значит, Эрес Тартанов, заслуженный работник культуры Республики Тыва, дирижер симфонического оркестра, и также Наталью Александровну Лапсан, которая вот действительно тоже в истории нахождения, да, вот, исследования вот этой песни тоже сыграла роль в детстве, да, и приглашаю вас на сцену. Обработка. Ростислав Кенденбиль, Тагларын. Первый исполнитель. Обработка Натальи Александровны Лапсан, хотела сказать.